Россия заманивает трудовых мигрантов из Центральной Азии. Совет улемов Таджикистана заранее объявил о начале месяца Рамазан. Дочь Назарбаева избавляется от роскошной недвижимости в Лондоне. Существующего положения. На фоне экономической катастрофы в России, связанной с войной в Украине, МВД России приняло решение организовать работу своей паспортно-визовой службы на территории Таджикистана. Первый заместитель директора Федерального унитарного предприятия «Паспортно-визовая служба МВД России» Сергей Куликов сообщил, что открытие филиала паспортно-визовой службы МВД России в Таджикистане позволит организовать около 80% работ по подготовке пакета документов перед началом поездки мигрантов, передает Хавар. При въезде на территорию Российской Федерации граждане Таджикистана, трудовые мигранты, имея разрешение на работу, немедленно смогут приступить к работе, отметил Куликов на встрече в Санкт-Петербурге с заместителем министра труда, миграции и занятости населения республики Шахназой Надири, передает агентство. Паспортно-визовый сервис МВД Российской Федерации занимается разработкой пакета миграционных документов, медицинского свидетельствования, дактилоскопии, информационно-консультационных услуг по вопросам въезда, пребывания, оформления заявления о постановке на миграционный учет, выдачи разрешения на работу, патент, территориальными органами МВД России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом в 57 субъектах Российской Федерации. Отметим, что с начала войны в Украине экономическая ситуация в самой России, а следом и в странах Центральной Азии резко ухудшилась. Цены выросли на все категории товаров, в том числе на продукты питания, а российский рубль обесценился, вследствие чего десятки тысяч мигрантов попали под сокращение. В связи с этим многие трудовые мигранты уезжают и ищут альтернативы, то есть российский рынок труда становится для них просто невыгодным. В ответ на это российские власти пытаются остановить отток мигрантов и создают такие центры для сохранения в стране трудовых мигрантов. Напомним, что с одной стороны Россия использует трудовых мигрантов из Центральной Азии как дешевую рабочую силу, а с другой стороны они нужны Москве как один из рычагов давления и сохранения своего влияния на режимы в странах региона. Подвое, встаньте в шеренгу. Священный месяц Рамазан в Таджикистане начнется 2 апреля. Соответствующее решение 29 марта принял Совет улемов. Ежегодно Совет улемов Таджикистана заранее объявляет о начале и конце Рамазана, в то время как по единодушию всех исламских ученых такие объявления могут делаться только с видением нового месяца на небе. Редакция Хабарху обратилась за комментарием к Дамулошу Кирхону из Душанбе, который прокомментировал ситуацию следующим образом. С того момента, как пост месяца Рамадан стал обязательным после ниспослания аята «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься», мусульмане, начиная со времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и праведных халифов, начинали Рамазан и отмечали Иди Рамазан в один день. Этот хукм устанавливается на основании хадиса, переданного Абу Хурайрой. «Поститесь с видением Луны и разговляйтесь с ее видением» Бухари. Однако сегодня, как известно, земли мусульман разлинованы колонизаторами на мелкие и в основном тиранические национальные государства, которым просто удобнее заранее установить начало и конец месяца Рамазан, и их не заботят ни постановления ислама, ни действительность поста мусульман. И, к сожалению, находятся в каждой стране такие имамы, которые поддерживают и легитимизируют такие решения властей, как, например, в Таджикистане. امام خطیبانی هستند که از چنین تصمیم‌های مقامات چنانه که در تاجیکستان رخ می‌دهد جانبداری و قانونی می‌کنند. На фоне антироссийских санкций против русских олигархов и падения влияния после январских событий бывшего президента Казахстана Назарбаева, его дочь Дарига пытается избавиться от лондонского особняка, чтобы избежать возможного ареста своего имущества в будущем. Роскошный особняк под Денвуд-Роуд в Лондоне выставлен на продажу за более чем 11 миллионов долларов США. Особняк с 4 гостиными, 7 спальнями и 6 ванными комнатами в престижном районе Лондона на тихой улице с видом на гольф-клуб Хайгейт появился в базе данных частной риэлторской компании. Мебель с позолотой, лестница из дорогих пород дерева, обеденная зона под стеклянной крышей и бассейн с бильярдной – всего 765 квадратных метров.
Напомним, что после январских протестов в Казахстане режим Токаева заявил о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых родственников Нурсултана Назарбаева, а эксперты в свою очередь оценили это как падение влияния Назарбаева. По этой причине его родственники быстрыми темпами начали избавляться от известного для властей имущества за границей. Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих. Примечательно, что Дарига Назарбаева не хочет повторить судьбу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая на сегодняшний день лишена свободы в Узбекистане, в то время как ее имущество на Западе арестовано. Видимо, ее под условия домашнего ареста. Судя по сообщениям ее дочери, это произошло в июне прошлого года. Ей облегчили условия такого содержания, да? Но, видимо, это не в ожидании того, что она будет подписывать бумаги, сотрудничать и изъявлять готовность идти на уступки. Обладание роскошными особняками и миллиардными счетами в странах Запада – это неотъемлемая традиция всех родственников диктаторов в странах Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане. Журналисты неоднократно публиковали информацию о наличии у клана Рахмона заграничных офшорных счетов, куда регулярно выводятся деньги из страны.